Джунгли Кале. Так называют стихийный лагерь мигрантов на окраине французского портового города. Затянуты они сейчас дымом. Полиция уже третий день проводит операцию по ликвидации лагеря. Мигранты, покидая свое пристанище, поджигают палатки и хижины. Накануне вечером во время съемок около джунглей Кале неизвестные из числа мигрантов напали на корреспондента «Настоящего времени» нашей программы во Франции Гуласал Камоловой. После лайфа, который был с настоящим временем, это примерно после 7 вечера, ближе к 8 вечера, мы начали наблюдать картину, когда беженцы и полиция начали небольшие столкновения. Это когда полиция начала бросать газ в сторону беженцев, которые пытались подойти ближе к трассе. Беженцы начали отвечать. И через где-то минут 10-15 они начали бросать камни в сторону журналистов. Мы с этой стороны стояли, и началась перепалка между журналистами и беженцами. Были некоторые беженцы и по нашу сторону, которые стали отвечать своим же, что вы делаете, бросаете на журналистов. И после этого буквально откуда-то появляется группа афганских беженцев, которые начинают окружать. У них такая тактика, которую мы заметили в тот день, что они подходят и спереди, и сзади группами, которые закрытые лица, маски, либо капюшоны, и начинают подходить и задавать вопрос: кто ты, что ты тут делаешь? И в тот вечер в отношении меня начали они проявлять другие интересы, намекать, что я девушка, что я такая красивая, может, развлечемся, и начали вот совсем-совсем близко подходить. Спереди ведет разговор, как бы начинает вот вести разговор двое, а сзади уже подходят другие, чтобы не было места для отступления. В начале, когда мы это все начали уже с ними разговаривать, это было где-то в 7 вечера, тогда их было больше, человек 30. И я видела, что что-то накаливается, и пыталась отойти от них. Вот вторая волна пошла вот после того, как они начали обмениваться столкновениями маленькими с полицией Франции, с полицией Кале. Это была озлобленная толпа, которой уже терять нечего, и которая вооружена холодным оружием. У них у всех ножи, которые появляются из ниоткуда за несколько секунд. Мы ножи видели. И в этот самый момент группа афганцев, там было несколько человек, с которыми мы общались, и они были предрасположены к нам, к интервью с нами. Они начали с ними тоже начинать перепалку. И те же самые афганские беженцы объяснили, почему так происходит. Рассказали случаи, что было уже несколько дней тому назад изнасилование афганской переводчицы, и они в течение нескольких часов мне намекали, что лучше уходить оттуда, потому что со стороны мужчин, именно беженцев из Афганистана, может быть случай нападения и изнасилования. То, что и произошло несколько дней назад с афганской переводчицей, которая была в районе лагеря джунглей. Ну, чем все закончилось? Помогли вот эти вот 3 афганских ребят, которые жили в том лагере, и бельгийские журналисты, в составе которых был и этнический афганец, который начал с ними разговаривать на пуштунском языке и объяснять, что это неправильно нападать и подходить к женщине и предлагать какие-то там другие намеки делать в отношении нее. И где-то мы через 20 минут медленно-медленно уже отходили ближе к журналистам, которые тоже стояли в 3 метрах от нас. И так мы и вышли из этой ситуации.